Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 18 мая отмечается Международный день музеев. Он празднуется во всем мире с 1977 года, когда 11-я генеральная конференция ИКОМ проходила в Москве и Ленинграде. Тогда музейному сообществу захотелось создать особенное событие, которым и стал Международный день музеев. Гостья в нашей студии Юлия Кравцова, заместитель генерального директора по научной и выставочной деятельности Национального художественного музея. Юлия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно же, в самом начале хотелось бы вас поздравить с вашим профессиональным праздником и пожелать вам всего самого наилучшего. И спросить у вас, чем же важен этот день для музейного сообщества и для посетителей музея? Вы знаете, известный философ эпохи Просвещения Вольтер говорил, что тот, кто не знает своего прошлого, не знает настоящего, не знает будущего, не знает самого себя. И музеи являются хранителями памяти человечества там, где оживает прошлое. Приходя в музей, вы можете познакомиться с традициями, обычаями, культурой разных народов мира. Вы можете узнать о том, как жили люди прошлого, узнать о каких-то исторических и культурных особенностях развития той или иной страны, того или иного региона. Все это можно сделать в музее. И пытливый ум, он найдет в музее для себя ответы на самые разные вопросы. И я думаю, что музеи, они действительно имеют такое вечное значение в истории культуры, потому что всегда найдется тот, кто захочет окунуться в этот мир прекрасного. Всегда найдется тот, кто впервые, входя в двери музея, останется там навсегда. И как вы правильно отметили, сам праздник, он имеет не столь длительную историю своего развития, возник он лишь практически 50 лет назад. И что примечательно, инициатива создания этого праздника принадлежит российской делегации. Международный день музеев предложила проводить Ирина Антонова. Это известный директор, к сожалению, уже ушедшей из жизни, Московского музея изобразительных искусств имени Пушкина. И с тех пор музейное сообщество обрело свой профессиональный праздник, который мы традиционно отмечаем 18 мая ежегодно. Ну и, кстати, традиционно также так уж случилось, что многие музеи, в том числе и Национальный художественный музей, ежегодно организуют крупные мероприятия к этой самой дате. Что вы запланировали в этом году? В этом году мы опять продолжаем радовать наших посетителей каскадом мероприятий. И 18 мая традиционно наш музей и его филиалы проводят День открытых дверей. В этот день можно посетить бесплатно постоянные экспозиции нашего музея, поучаствовать в арт-медиациях на выставках и познакомиться с искусством отечественным, русским искусством 18-го, начала 20 века, конечно, с потрясающим искусством Якутии, ведь наш музей является держателем эталонной коллекции. 70% нашего собрания составляет искусство Якутии. Ни один музей мира не обладает такой коллекцией, поэтому у нас с вами и у гостей города уникальная возможность приобщиться не только к отечественному русскому искусству, но и к якутскому изобразительному искусству, узнать что-то для себя новое об творчестве художников и открыть какие-то, возможно, новые для себя имена и работы. Но также ежегодно 18 мая вручается некий «Оскар», но в музейном деле. «Оскар» имени главы Республики Саха-Якутия, имени профессора мецената Габышева, как раз-таки в области музейного дела. Давайте поговорим об этом мероприятии. Да. Вторым ключевым событием Международного дня музеев является вручение премии главы в области музейного дела имени профессора Михаила Федоровича Габышева. Сама премия учреждена в 2005 году, тогда президентом Республики Саха-Якутии. И с тех пор она вручается государственным, общественным, музейным деятелям за вклад в развитие музейного дела Республики Саха-Якутия. И вручается она в 3 номинациях: попечитель и меценат, лучший музейный сотрудник и музей
года. И является эта премия одной из престижнейших наград для музейных сотрудников. И традиционно эта премия проводится в галерее зарубежного искусства имени профессора Михаила Федоровича Габышева. Здесь я хотела бы еще раз для наших посетителей рассказать об этой удивительной личности, в честь которого названа премия. Может быть, кто-то знает, а кто-то не знает. Михаил Федорович Габышев стоял у истоков якутской государственности. Он был первым наркомом сельского хозяйства, первый доктор экономических наук Якутии. И всю жизнь он собирал коллекцию западноевропейского искусства, которую в 1962 году, уже после его смерти, согласно его завещанию, его дети передали в дар республики. И вот с тех пор у нас в Якутии есть свой маленький Эрмитаж, галерея зарубежного искусства, где у нас с вами есть возможность, не выезжая за пределы республики, познакомиться с различными школами европейского искусства: итальянской, французской, фламандской, голландской. Вот такая удивительная личность, благодаря которой мы имеем возможность знакомиться с европейским искусством и именем которого названа музейная премия. Действительно удивительная личность, которая принесла большой вклад в развитие музейного дела. Но в этом году также еще и государственные и муниципальные музеи республики объединились для проведения одного общего фестиваля «Якутская музейная неделя». Расскажите об этом подробнее и какие залы Национального художественного музея и его филиалов можно посетить вот как раз-таки в эти дни. Да, впервые в республике по инициативе Министерства культуры Республики Саха-Якутия проводится Якутская музейная неделя, объединившая как государственные, так и муниципальные музеи. Каждый музей в рамках проведения этого фестиваля, а проходит он с 15 мая по 21 мая, приготовил свою собственную программу. И здесь я хотела бы сказать, что музеи разделены на определенные треки, направления. Например, наш Национальный художественный музей – это искусство. Краеведческий музей имени Емельяна Ярославского – направление краеведения. История, соответственно, это музейный комплекс «Моя история». Литература и музыка – это тоже наши музеи, которые находятся в городе: музей музыки и фольклора, и литературный музей, и музей Хамуса. Поэтому таким образом охватывается 5 направлений, которые погружают вот нашего посетителя в разные виды искусства. И, конечно, музеи приготовили, каждый музей в своем направлении приготовил обширную программу. Более подробно узнать о том, что приготовил тот или иной музейный коллектив, можно узнать в социальных сетях музеев, в их телеграм-каналах, да, ВКонтакте и, соответственно, на официальных сайтах. Поэтому, я думаю, эта неделя будет очень интересной, и наш музей в своем треке искусства тоже приготовил замечательные мероприятия. Мы их назвали комплексные билеты. Вот таких их 5. И я не буду все рассказывать, потому что у нас много времени уйдет, но мне хотелось бы обратить внимание на 2 комплексных билета, которые дают право по очень выгодной цене поучаствовать как и в мастер-классах, так и увидеть выставку. Наверное, все уже слышали, что в нашем музее гостит выставка и собрание Татарского музея изобразительных искусств «Иван Шишкин». Так вот, билет позволяет посетить не только выставку, комплексный билет «Царь леса» называется, посетить эту выставку, но и поучаствовать в мастер-классе «Лесной пейзаж». После арт-медиации по выставке, где наши посетители узнают о том, кто такой Иван Шишкин, какие произведения являются ключевыми для его творчества, вдохновившись ароматами леса и увидев собственными глазами те растения и спилы деревьев, которые
представили нам в рамках экспозиции «Ботанический сад» города Якутска, люди смогут написать свои собственные пейзажи. И я думаю, что это интересно будет вот в рамках такого комплексного билета. И еще один комплексный билет, на который я хотела обратить внимание, он называется «Музейные Бермуды». Он дает право посетить 3 наших музея. Это основное здание по специальному маршруту, галерею зарубежного искусства и, соответственно, картинную галерею академика Осипова. Вот такие музейные Бермуды ожидают также наших посетителей. Но это, получается, вы сказали, что 5 таких специальных билетов, Да, 5 будет? специальных комплексных билетов. А рассказали мы только про 2, и остальные 3, но это, конечно же, нужно сходить и посмотреть, что там еще вы подготовили, потому что программа очень интересная. Но это мы проговорили все, что приурочено к Международному дню музея, но также еще есть и Ночь музеев. Когда она пройдет в Якутске, и что вы также запланировали в этом мероприятии? Да. Мне хотелось бы сказать, да, о том, что Ночь музеев, она начала проводиться сначала в зарубежных странах, где-то с 90-х годов прошлого века. И постепенно вот это событие, оно стало настолько интересно посетителям музеев, что охватило и российские музеи. И наш музей присоединился к акции «Ночь музеев» с 2007 года, и мы традиционно проводим «Ночь музеев». Многие музеи мира и России работают всю ночь. Мы же готовим специальную программу вечернюю. В частности, «Ночь музеев» Якутске, которая также объединяет все наши городские музеи, состоится 20 мая. В нашем музее она пройдет с 7 часов вечера до 11 часов вечера, где также наши посетители смогут принять участие в ряде интересных событий. И мне бы хотелось сказать о том, что вот эта музейная акция «Ночь музеев», она заключается в том, чтобы люди узнавали о современных методах, способах, работах музеев, чтобы привлечь молодежь в наши музеи. Здесь мне хотелось бы вот тоже вспомнить высказывание русского философа Павла Флоренского. Он говорил о том, чтобы музеи не превращались в кладбище культуры, по которому в одиночестве ходит посетитель. Музеи должны не только сохранять, изучать, но и популяризировать свое наследие. И вот одна из задач ключевых этого праздника – это как раз популяризация того, что находится в собраниях наших музеев. Вы правы. Ну и, конечно же, в конце нашей беседы хочется спросить ваши пожелания музейщикам и посетителям в Международный день музеев. Но прежде всего я хотела бы поздравить музейных коллег с нашим замечательным профессиональным праздником, Международным днем музеев, и пожелать всем счастья, вечного движения вперед, новых творческих успехов и достижений. И несмотря на существующую политическую ситуацию, как в мире, так и в нашей стране, несмотря на всякие предсказания социологов, политологов, экономистов, я думаю, что пока есть музеи, существует надежда. Ведь без зрителя немыслим музей. А если есть зрители, которые погружаются и изучают прошлое, то мы формируем таким образом и человека будущего. Поэтому я хотела бы пригласить всех наших зрителей в музеи. Приходите, погружайтесь в атмосферу прекрасного, будь то это музыка, литература, искусство, история, этнография. Получайте новые знания, уходите окрыленными и с настроением творить, созидать. Присоединяемся к вашим словам. Юлия Владимировна, спасибо вам большое, что пришли. Поздравляю вас еще раз с праздником. И благодарю вас за такую душевную и интересную беседу. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.